4 марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть. К юбилейной дате в Абхазском институте гуманитарных исследований прошла конференция, главной темой которой стала «Советская власть, исторический опыт и современное осмысление». По мнению доктора исторических наук Аслана Авицба, сегодня происходит массовый пересмотр отношения к прошлому. Сегодня в окружении Абхазии идет массовый пересмотр отношений к прошлому. Историография выходит, в кавычку, на тропу войны с негативным советским опытом. Ведь иногда легче найти врага в прошлом и бороться с ним, чем противостоять вызовам современности и заглядывать в непредсказуемое будущее. В силу этого нередко прошлое становится объектом спекуляций в настоящем. При этом, исходя из целесообразности, на первый план выходят факты или группа фактов определенной направленности, в то время, когда другие факты, не менее значимые для истории, замалчиваются или отходят на второй план. Приводя пример, Аслан Авицба отметил, что сегодня в мире открываются музеи оккупации и устанавливаются новые праздники. Тем самым конструируется соответствующая политика памяти. Частью этого процесса является целенаправленное и сознательное забвение определенных трагических и болезненных для общества страниц истории. К примеру, с 2014 года в Грузии 30 сентября, в День независимости Абхазии, отмечают Дни наследия Европы. День своего положения в Абхазии очень многие в Грузии воспринимают болезненно. И весьма примечательно, что грузинские власти решили именно в этот день отмечать европейский праздник, что потакает самолюбию грузинской нации. В современном мире нередко отрицается все, что было создано в советское время, считает Аслан Авицба. По его мнению, деятели той эпохи сегодня нередко изображаются людьми ограниченными. При этом необходимо отметить, что в Абхазии не наблюдается столь масштабного отрицания прошлого, в том числе прошлого, связанного с советским периодом, в частности, с установлением советской власти. Дата ее установления, 4 марта, считается памятным днем. Память о борцах за советскую власть и деятелях большевистского движения в Абхазии с определенной долей обоснованности, можно сказать, не предана забвению, даже почитается. Доктор исторических наук отмечает, что Нестору Лакоба и Ефрему Эшба в центре столицы установлены памятники, которым по сей день возлагают цветы. Более того, две центральные улицы столицы носят имена двух деятелей. Горская школа номер 10 носит имя Лакоба, а имя Эшба носит средняя школа номер 5. При этом Лакоба нередко называется в числе самых влиятельных руководителей Абхазии за всю ее историю. Здесь при всем желании не могу пройти мимо, в кавычках, ложки дегтя. В последнее время по отношению к названным личностям стали звучать нелицеприятные выпады. Однако они не связаны не только и не столько с отношениями их авторов, партийной принадлежности или политической, революционной и государственной деятельностью Лакоба и Эшба. Их жизненный путь был ознаменован борьбой абхазского народа за самосохранение. В итоге Лакоба, Эшба и их единомышленники были репрессированы за свой патриотизм, рассказывает Аслан Авицба. Разве не кощунственно, исходя из бессмысленных амбиций, пытаться не спровергнуть из исторического Олимпа и даже оскорбить зачинателей и первых руководителей советской Абхазии, отдавших жизнь за дело, которое они считали правым? Завершая презентацию доклада, Аслан Авицба отметил, что история не бывает черно-белой. У нее всегда много оттенков. Ученый убежден, что история Абхазии – это прошлое, которое не должно быть забыто. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.